Здравствуйте, это программа «Черное золото» на ТНВ, в студии Тимур Бекмурзин. Вы обращали внимание, что мы очень любим окрашивать энергетику в различные цвета. Причем в подавляющем большинстве случаев это не более чем красивые фигуры речи. В том смысле, если быть справедливыми и объективными до конца, в реальности этот энергетический светофор будет гораздо более многоцветным и разноплановым. Мир намного сложнее и многограннее, вот что я хочу сказать. Для примера, мы говорим про нефть, черное золото. Однако хорошо известно, специалисты подтвердят, что есть примеры почти прозрачной нефти, добытой из подземных кладовых Западной Сибири, красной и оранжевой нефти из Самары и Оренбуржья, и даже есть нефть зеленая по цвету, такую добывают в Иране. К чему я веду? Иногда нам удобнее, проще, что ли, представлять наш мир в каких-то черно-белых тонах. Но это не так. В нем много цветов, оттенков, нюансов и так далее. То же самое касается и экономики. Часто приходится слышать о сырьевой зависимости российской экономики. В этом утверждении, конечно, есть доля правды, однако первое, как это выглядит в разрезе других стран мира, добывающих нефть. Усугубляется ли наша зависимость со временем? А главное, второй и ключевой вопрос. Как нам нужно трансформировать свой ТЭК, адаптируя его к современным реалиям? Мы постараемся ответить на оба вопроса. Для начала немного общеизвестной статистики. 20, 40, 60 цифры, которые характеризуют нашу зависимость от нефти и газа. На них в России приходится 20% ВВП, 40% бюджета и 60% экспорта. Конечно, это немало. Но, во-первых, объективности ради, за последние годы доля несырьевого сектора выросла. Что касается того, сидим мы на нефтяной игле или нет, давайте посмотрим в сравнении с другими странами. Если брать такой показатель, как доля экспорта нефти в ВВП страны, он у нас на уровне 7% по итогам 2019 года. А, скажем, у арабских стран в среднем 20%. Есть и государства, где доля эта, можно сказать, критическая, 35% и выше. В этом рейтинге у России позиции близкие с такой страной, как Норвегия. Поэтому не стоит сильно преувеличивать нашу сырьевую зависимость и уж совсем недальновидно, на мой взгляд, говорить про так называемое нефтяное проклятие. И даже с фразой «слезть с нефтяной иглы» лучше быть поаккуратнее. Потому как, во-первых, именно нефть при всех ее ценовых колебаниях – это все еще основа для пополнения бюджета страны, того самого бюджета, который позволит нам запустить механизмы иной несырьевой экономики. А во-вторых, нефть, которую в России добывают по большей части из старых месторождений, становится все тяжелее. Причем в прямом и переносном смысле. И эта тяжелая, трудноизвлекаемая нефть, как это ни парадоксально, дала самой отрасли второе дыхание. А вернее, запустила в нефтянке такие инструменты модернизации и инноваций, о которых другим остается только мечтать. Взять тот же Татарстан и компанию «Татнефть». Но разве у кого-то язык повернется назвать нефтяную отрасль республики примитивной машиной по выкачиванию сырья из подземных кладовых, глядя на современные высокотехнологичные предприятия из группы компании «Татнефть», тот же нефтеперерабатывающий комплекс «Танека». И сегодня мы расскажем, как в сложных условиях пандемии работают наши нефтяники, как сохраняют работоспособность и боевой дух, и при этом находят силы и средства, чтобы помогать другим. Это программа «Черное золото» на ТНВ. Когда зависимость от экспорта энергоносителей становится опасной и как ее избежать? Нам не обязательно обращать свои взоры на какие-то зарубежные страны типа Венесуэлы или Нигерии, достаточно обратиться к собственному опыту, даже не России, а Советского Союза. К примеру, позднего брежневского периода. Вот когда зависимость была практически тотальной и во многом разрушительной. Это тем более обидно, ведь именно благодаря героическим усилиям нефтяников, геологов, строителей в стране была создана в кратчайшие сроки практически уникальная энергетическая база страны. Нефть советской Татарии, чуть позже Западной Сибири, стали ее главными источниками. Выкачивали черное золото в течение десятилетий миллиардами тонн. Давайте напомним, год 1971 советская Татария добыла свой первый миллиард тонн нефти. Через 10 лет, в 1981 уже второй миллиард, а в 2007 третий. Были в советской плановой экономике свои сильные стороны, и тем не менее, в целом 70-е и 80-е годы можно назвать периодом упущенных возможностей для СССР.
В то время как в передовых западных странах шла структурная перестройка экономики и закладывались основы постиндустриального общества, в котором снижалась роль сырья и ресурсов, Советский Союз, по сути, формировал классическую ресурсную экономику. А позже современный Татарстан извлек правильный урок из этой ситуации. Мы создали практически с нуля современный нефтеперерабатывающий комплекс, и сегодня, сохранив объемы добычи черного золота на достаточно высоком уровне, примерно 2/3 всей добываемой нефти перерабатываем внутри республики. Очень высокий показатель с учетом того, что нефтепереработки у нас, можно сказать, не было совсем. Что это дает? Хорошо заметно сегодня в условиях пандемии и резкого падения спроса на нефть. Нефтепродукты в меньшей степени подвержены ценовым колебаниям. И в новых реалиях их производство куда эффективнее и выгоднее, чем продажи сырья на экспорт. Татнефти это дало дополнительный запас прочности, возможность маневрировать. Бюджету Татарстана стабильные поступления и перспективу, хотя год, конечно, сложный. Удивительно, но факт. Даже сейчас татарстанские нефтяники не остановили полностью работы по бурению новых скважин. Мы об этом уже рассказывали. Хотя, казалось бы, из-за пандемии и падения стоимости нефти на мировом рынке вкупе с ограничениями по соглашению ОПЕК+, это стало совсем не актуальным. В Татнефти уверены, логика есть, и более того, она приносит эффект сейчас и даст результат в будущем. Именно такая нацеленность на результат и на перспективу отличает наших нефтяников. И эта нацеленность, может стать решающей в условиях пандемии, когда, как мы уже не раз говорили, сильные становятся еще сильнее, эффективные еще эффективнее. Это не просто слова, лозунги, это система мер и действий, которая в Татнефти реально работает. Казалось бы, где тут связь? Добыча нефти и грядущая вакцинация от коронавируса. Оказывается, связь самая непосредственная. Чем быстрее начнется массовая вакцинация, чем успешнее она будет, тем быстрее будет и восстановление экономики. Соответственно, тем быстрее будет расти спрос на черное золото. Сейчас в определенной степени пороговое значение цены $50 за баррель. 50 и чуть выше – такой была цена на нефть до пандемии. После, мы все помним, было стремительное падение. Оптимистичный сценарий предполагает восстановление цены до той самой отметки 50+, и тогда нефтяники могут рассчитывать на постепенный рост добычи. В Татнефти работают сдержанные оптимисты и в какой-то степени прагматики. Сокращение добычи нефти больно ударило по бизнесу нефтесервисных компаний. Сама же Татнефть бурить скважины не прекратила, хотя нефтяники признаются, бурят они их впрок, на будущее. Во-первых, для того, чтобы поддержать коллег-буровиков, а во-вторых, для того, чтобы обеспечить тот самый стратегический задел. Пандемия рано или поздно уйдет, ограничения также могут быть сняты, а резерв останется. Генеральный директор компании «Татнефть» Наиль Фач Маганов принял решение поддержать наши сервисные компании, работников, которые там работают. И сегодня эти бригады работы обеспечены. Мы скважину бурим, но не осваиваем. А на тот момент, когда будут дополнительные объемы добычи нефти, мы эти скважины все будем осваивать. И это будет быстрый старт для того, чтобы добывать больше. Почему мы говорим про прагматизм нефтяников? Потому что в таком социально ответственном подходе есть и свой расчет. Потерять нефтесервисные компании легко, восстановить, вернуть специалистов, заново завоевать их доверие в разы труднее и дороже. Тем более, если принимать во внимание, что это очень высокотехнологичный бизнес сегодня. На каждой буровой стоят датчики, снимающие все технологические параметры строительства скважин. Информация через спутник передается в Центр управления бурения скважин. То есть отслеживается весь процесс и все параметры. Давление, проходка, вращение ротора и так далее. При работе с телеметрией в онлайн-режиме специалисты видят все геолого-навигационные показатели. То есть это в любом случае очень полезный опыт, который к тому же и оцифрован. Для Татнефти, компании, которая делает ставку на внедрение технологий с искусственным интеллектом, это крайне важно и будет использовано в дальнейшей работе. Опыт, накопленный в период пандемии, вообще превращается в ценный капитал. Компания, столкнувшись с жестким вызовом, смогла в сжатые сроки мобилизовать ресурсы для противодействия распространению инфекции, обеспечить непрерывность производственных процессов. Нефтяники организовали работу сети лабораторий, которые в день исследуют сотни тестов. Благодаря компании «Татнефть» лаборатории оснащены всем необходимым – реагентами, пробирками, транспортировочными боксами и амплификаторами, приборами, которые поддерживают в пробирках нужную температуру. Сами анализы пациенты сдают медсанчасти «Татнефти». «Татнефть» одной из первых в стране перевела офисы на дистанционную работу. Был реализован переход на особый режим работников, занятых на производствах непрерывного цикла.
На всех предприятиях группы «Татнефть» применяются антисептические средства, используются защитные медицинские маски. Организована санитарная обработка транспорта. Показателен в этом плане и пример нефтеперерабатывающего комплекса «Танека». Здесь не только полностью сохранили непрерывный характер производственных процессов по профильным направлениям, но и не остановили строительство новых объектов. Четко прописали все маршруты движения всех строительных организаций, техники, людей, обработка, значит, по времени, по каким проходным они проходят, так, чтобы потоки не пересекались, чтобы потоки производственников и строителей не пересекались. Вот благодаря этим мероприятиям мы не остановили стройку. «Татнефть» продолжает работать, продолжает двигаться вперед. В компании хорошо понимают, пандемия рано или поздно закончится, бесценный опыт останется и будет помогать дальше. Это и есть социально ответственный бизнес. Слово «выручка» в «Татнефти» понимают скорее не как прибыль, а сейчас, в период пандемии, больше как помощь. Причем под добрым кураторством нефтяников находятся не только жители организации Альметьевска, а всего Юго-Востока, Нижнекамска и городов Закамья. С самых первых дней борьбы с коронавирусом «Татнефть» приступила к реализации целого комплекса мероприятий для поддержки населения Татарстана. О добрых делах нефтяников в продолжении программы. Когда опасная пандемия еще только наступала, захватывая своей первой волной города и села, создавая напряжение для предприятий и медицинских учреждений, нефтяники отреагировали оперативно. Прежде всего наладив производство средств индивидуальной защиты, противоинфекционных костюмов и медицинских боксов, антисептических средств. Дополнительно «Татнефть» зафрахтовала самолет «Руслан» и привезла в республику ценный груз – 6 миллионов медицинских масок, а также производственные линии для изготовления защитных средств, герметические боксы для транспортировки больных и многое другое. В этот трудный период все зависит от нас самих, от нашей сплоченности и слаженной работы. Руководствуясь таким принципом, нефтяники не только сами справились с первой волной коронавируса, но и поддержали весь юго-восток республики, города Закамья и Нижнекамск. Необходимую помощь получили больницы, учреждения культуры, правоохранительные органы. Сегодня, когда пандемия еще не отступила, «Татнефть» снова выручает и поддерживает, особенно тех, кто находится на переднем крае борьбы с вирусом. Наших медиков в первую очередь. Каждый день врачи Азнакаевской ЦРБ борются за жизни пациентов, и каждый день им нужен такой спасительный кислород. Поэтому эта помощь от «Татнефти» поистине бесценна. Нефтяники доставили в больницу партию кислородных газификаторов. С помощью автокрана мощные кислородные станции размещают на специальных площадках рядом с временным инфекционным госпиталем и стационаром ЦРБ. В разгар пандемии потребность в кислороде увеличилась в разы, и эти установки – своевременная помощь от «Татнефти». Один газификатор вмещает в себя 1000 литров кислорода. Чтобы медики ни в чем не нуждались, могли работать спокойно и эффективно, нефтяники доставляют в медицинские учреждения Юго-Востока все необходимое. Маски и медицинские перчатки, защитные очки, лицевые щитки, противочумные костюмы, комбинезоны и капсулы для транспортировки инфекционных больниц. Очередные партии поступили в больницы и поликлиники Альметьевска, Бугульмы, Азнакаева и Лениногорска. «Татнефть» поддержал и обеспечил нас системой индивидуальной защиты, антисептиками, теми необходимым оборудованием, которое нам нужно, организация работы. От «Татнефти» мы получили комплекты средств индивидуальной защиты, комплект одежды инфекциониста, маски. Я хочу, во-первых, выразить от всей администрации, от всех сотрудников Альметьевской скорой медицинской помощи благодарность огромную выразить за обеспечение нам помощи такой. Все, что необходимо, поставляется именно «Татнефтью». Мы поэтому выражаем огромные слова благодарности руководителям и тем службам, которые заняты в этом процессе. Если бы не эта помощь, многие вещи, скажем так, которые требуют быстрого принятия решения, не были бы так важны, как сейчас это происходит в условиях, когда поступают такие средства индивидуальной защиты. ПАО «Татнефть» и здесь оказался лидером. Сами производят, сами поставляют, доставляют. Вот нашему району уже оказана помощь
финансовая помощь, материальная помощь на сумму более 8 миллионов рублей. Это средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, халаты и многое-многое другое. Спасибо огромное ПАО «Татнефть» и Наилю Ильфатовичу Маганову. Сегодня как никогда важно поддержать наших медицинских сотрудников, и компания «Татнефть» и поддерживает, и сопровождает, и обеспечивает наших медицинских сотрудников и медучреждения. От имени руководства компании, от имени сотрудников компании мы искренне хотели поблагодарить за их тяжелую, значимую и самоотверженную работу. Спасибо. Это была программа «Черное золото» на ТНВ. Удачи в делах и финансового благополучия. До свидания.